Итак, еще раз всех приветствую. Мы здесь на полях Восточного экономического форума продолжаем в нашей студии общаться с гостями. Сейчас к нам пришел глава Росгидро Николай Шульгинов. Николай Григорьевич, здравствуйте. Давайте начнем с такого индикативного вопроса, который мы задаем каждый год и который, наверное, является отражением того, насколько активно развивается экономика Дальнего Востока. Растет ли спрос на электроэнергию? Спрос на электроэнергию на Дальнем Востоке растет уже не первый год. В прошлом году он вырос на 3,2%, то есть это выше среднероссийского уровня. В этом году за 8 месяцев рост составил около 2%. Надо сказать, что в прессе появилась информация о том, что рост чуть ли не 13%, но это не очень корректная база сравнения в связи с тем, что центральный район и западный район Якутии присоединились, вышли из изолированной зоны и присоединились к единой энергосистеме. В целом 2%. Значит, инвестиции работают. Вы удовлетворены этими показателями? Я думаю, что этот рост 2% это при среднероссийском нулевом. Для нас это отражение того, что нам нужно продолжать адекватно развивать энергетическую инфраструктуру, потому что мы должны адекватно отвечать на эти вызовы и строить новые мощности, генерирующие тепловые сети, подключать новых потребителей. Вот следующий вопрос как раз с этим связан. Что с вводом новых объектов инфраструктуры, новых электростанций? Вы говорили о том, что нужно увеличивать количество объектов. Какие успехи за этот год, да, если мы говорим про прошедший год? Ну, за этот год мы ввели один гидроагрегат на Усреднеканской ГЭС, 146 мегаватт. Мы в этом году вводим буквально через день на Нижнебурейской ГЭС, достроив окончательно Нижнебурейскую ГЭС, 7 сентября мы договорились с губернатором, будем торжественно ее открывать. 320 мегаватт. В этом же году мы введем Сахалинскую ГРЭС-2, это где-то вторая декада октября. Пусковые операции проведены, пусконаладочные работы. Также сейчас идет устранение замечаний. В этом году мы достроим ТЭС в Саугавани, но учитывая, что все операции по переключению, включению будут приходиться на осенне-зимний период, мы сделаем это уже окончательно после прохождения осенне-зимнего периода. Скажите, как Росгидро задействовано в программе развития Дальнего Востока, которая рассчитана до 2025 года, которая накануне обсуждалась на Госсовете? И ведь, ну, по сути, да, вы обеспечиваете электроэнергией практически весь дальневосточный регион. Какие задачи стоят и какие вызовы стоят в связи с этим перед компанией? Это так. Производство электроэнергии 95% обеспечим потребности в электрической энергии, больше половины тепловой энергии. Мы представлены, наши активы тут и тепловые станции, и гидравлические станции, и дизельные, и геотермальные. Значит, что касается программы развития, которая, как я понял, будет дорабатываться, но мы все равно действуем в рамках майского указа президента. На основании майского указа были разработаны национальные проекты. Один из главных для нас – это комплексный план расширения магистральной инфраструктуры, который предусматривает строительство, модернизацию тепловых станций, значит, развитие распределенной генерации в удаленных районах. Мы один из соисполнителей этих мероприятий, а кое-где даже мы единственный исполнитель. Поэтому эти же мероприятия будут предусмотрены в программе развития, о которой мы сейчас говорим. Поэтому я думаю, что программа даст новый толчок экономическому развитию, будут определены параметры. Мы должны также адекватно ответить на предусмотренный рост спроса на электрическую энергию. Ну, вы, в принципе, готовы выполнить те задачи, которые стоят перед компанией? Да, мы готовы. Тем более у нас еще принята правительственная программа по модернизации тепловой энергетики. И у нас еще в планах, значит, начиная там с 2020 года и по 2026 год, строительство еще 4 электростанций. Ну, строительство 3 и тепловых станций, и одна модернизация. Это и Хабаровская ТЭС-1, и Артемовская ТЭС-2, Якутская ГРЭС-2, вторая очередь, и Владивостокская ТЭС-2. То есть планы масштабные. Вот правительство приняло решение о введении долгосрочных тарифов на электроэнергию в Дальневосточном федеральном округе. Я, насколько знаю, вы выступали тоже за такую практику. Почему это важно и, так сказать, что изменится? Мы выступали очень давно. Значит, это долгосрочное тарифообразование позволит в тарифы включать инвестиционную составляющую, что позволит использовать эти средства для техпооружения, модернизации. Сейчас эти долгосрочные тарифообразования для тепловых станций Дальнего Востока будет введено где-то с 1 июля 2020 года. Самое главное для нас пересчитать базу затрат, потому что до этого
были тарифы не экономически обоснованные, там есть проблемы, поэтому нужно базу пересчитать. Сегодня мы с ФАСом как раз занимаемся методологией создания такой базы и самой базы. Потом перейдем на уже долгосрочный тарифообразование 5 лет, в котором будут учитываться затраты и оставаться экономия, которая пойдет уже на дальнейшее развитие и техпооружения. Ну, еще один вопрос. Насколько я знаю, Русгидро запустила сеть электрозаправок здесь, в Владивостоке. 10 станций, если не ошибаюсь. Это пилотный проект, планируется некое развитие или вот 10 и все? Нет. Мы увидели после того, как 10 запустили, хотя мы их запустили с некой программой такой, что бесплатная заправка в течение 2 недель, но понимаем, что это, может быть, тоже дало какой-то толчок. Мы увидели даже очередь на наших заправках. Мы понимаем, что даже в самом Владивостоке 10 заправок – это мало. И мы уже вчера вечером обсуждали программу, чтобы еще 10 добавить, а вообще-то мы будем развивать эту тему. И не только в Приморье, значит, Уссурийске, там, Артем, городах Владивостоке, но и, наверное, перейдем еще в Хабаровске, там тоже есть спрос. Да, вот интересный факт, мы тут передвигались несколько раз на такси и попадали на электромобили как раз, которые исключительно на электроэнергии работают, и многие говорили, потому что заправок как раз не хватает. Возможно, вот это и будет вклад в развитие электротранспорта. Конечно, потому что это есть поддержка губернатора, значит, администрация хочет развивать еще электробусы, мы договорились, не электробусы, мы, значит, будем электромобили. Мы, в том числе нашей компании, которая здесь представлена, тоже частично перейдем на электромобили. Но спрос большой, потому что сегодня нецивилизованные способы заправки существуют, когда там из окон розетки и прочее. Поэтому мы должны создать комфортные условия для автолюбителей. Николай Григорьевич, благодарю вас за это интервью. Спасибо. Напомню, нашим гостем был глава Русгидро Николай Шульгинов.